Правительственная автобаза выделила 3 машины в помощь волонтерам. Такое поручение дал глава Якутии. Автомобили помогают в выполнении заявок от пожилых якутян, а также инвалидов первой группы во время самоизоляции. О том, насколько правительственные машины облегчили работу волонтеров, материал нашего корреспондента Юрия Осипова. Волонтерский штаб начинает работать с самого утра. Добровольцы принимают звонки и сообщения, после чего формируют заявки. Обращения принимаются по круглосуточному номеру горячей линии, а также по местным номерам. Как признаются сами волонтеры, обращений так много, что приходится работать сразу с несколькими телефонами. На сегодняшний день работают 4 основные линии по сотовым телефонам, которые дозваниваются наши пожилые ветераны и инвалиды первой группы. А также есть люди, которые не смогли дозвониться, но все-таки мы буквально со вчерашнего дня открыли специальный WhatsApp номер для тех, кто не смог дозвониться. И они обращаются через WhatsApp номер. Поэтому эти заявки мы тоже обрабатываем в первую очередь, потому что эти заявки поступают по времени, и могут поступить и ночью, и поздно вечером. Сформированные заявки передаются волонтерам, которые непосредственно их выполняют. Каждый день на эту работу по Якутску выходит около 70 волонтеров. Они оказывают помощь по всему городу. Большим подспорьем в их работе стали машины, выделенные по поручению главы региона. Правительство молодцы, то есть так удобно же будет ездить на машинах, выполнять большое количество заявок. Сегодня по заявкам ездил, получается. Работу-то хорошо ускоряет. Можем брать по несколько заявок сразу. То есть чем большому количеству людей поможем, тем лучше будет. Ежедневно волонтерам поступают сотни заявок. Обращения самые разные. В основном они касаются доставки лекарств и продуктов. Но добровольцы помогают также с доставкой почты, уборкой снега, выгулом собак и многим другим. Нами уже отработано больше 1000 заявок. Больше уже 1000 у нас благополучателей по всей республике. Вчера по городу Якутску нами была проработана большая работа, и насчитывается более 50 благополучателей. А за сегодня до обеда по всей республике была оказана помощь 120 бабушкам и дедушкам по всей республике. Сегодня по всей республике работает 30 волонтерских штабов, в которых трудится более 1600 добровольцев. Это волонтеры-медики, молодежка Общероссийского народного фронта, волонтеры Победы и другие. Очень важно, очень нужно именно в этот тяжелый, непростой период, когда мы все объединились против коронавирусной инфекции. Много у нас сегодня пожилых людей, хронически больных людей, которые самоизолированы и находятся постоянно дома. И, конечно, им нужна помощь. Помощь, начиная от доставки продуктов, заканчивая уже оказанием психологической помощи. Ежедневно к движению добровольцев по всей республике присоединяется множество желающих. Их работа важна в первую очередь для пожилых граждан, так как вирус бьет сильнее всего по их здоровью. Им жизненно необходимо находиться в самоизоляции. Заявку на оказание помощи можно подать по номеру горячей линии 8 800 200 34 11 или по номеру местного волонтерского штаба 8 914 237 61 04. Также добровольцами можно связаться по WhatsApp по номеру 8 914 237 61 39. Юрий Осипов, Григорий Николаев, Якутск.